В рамках подготовки реформированием проведен анализ предполагаемой численности спецконтингента, подготовлены и направлены во ФСИН России предложения по перепрофилированию существующих учреждений под тюрьмы и колонии поселения усиленного и общего наблюдения. Всего на территории Коми предлагается создание 11 тюрем, из них 1 особого режима, 3 усиленного и 7 общего режима, 8 колоний поселений, 2 усиленного наблюдения и 6 общего типа. Существующие лечебные учреждения и следственные изоляторы будут сохранены. Согласно прогнозируемым данным, в 2020 году в Республике Коми общий расчет лимит по всем учреждениям, тюрьмы, колонии поселения, СИЗО, лечебные учреждения, лечебно-профилактические учреждения составит 16 171 человек. 12 ноября в своем послании к Федеральному собранию Российской Федерации президент Дмитрий Медведев сказал о необходимости введения нового самостоятельного вида наказания – это принудительная работа. Данный вопрос удалось проработать, и на сегодняшний день уже имеется положительный результат. В микрорайоне строителей Ижинского района города Сыктывкар остался модульный жилой комплекс, построенный по программе СТЭП, временный бытовой городок строителей. Сейчас решается вопрос о передаче данного объекта в оперативное управление ГУФСИН. По согласованию с администрацией города Сыктывкар запланировано трудоустройство спецконтингента к принудительным работам на объектах жилищно-коммунальных организаций, а также участие в реализации мероприятий разрабатываемой программы «Чистый город».